вопрос открытия статуса очень важный, и он актуален всегда. В принципе, в наших центрах СПИДа проводится такое, да, есть у нас процедура дотестовое и послетестовое консультирование. Тестовое консультирование. Что это значит? То есть человек приходит, сначала с ним общаются и объясняют, что за тест, как, что может быть такое, да, что тест окажется положительным, дают информацию короткую вообще о ВИЧ и как, и что, чтобы человек просто был, значит, информирован, да, что вообще такое, и может быть и такое, что у этого человека может оказаться этот вид инфекции. Есть послетестовая консультация, когда человек уже узнает о статусе. И, на мой взгляд, к этому нужно подойти неформально, да, как я, конечно, не проводила мониторинг, но сейчас я просто думаю, что нужно к этому относиться более качественно. В каком смысле? Во-первых, каждому человеку должен быть какой-то индивидуальный подход. Да, есть люди тревожные от природы, то есть с ними немножко другое. То есть я имею в виду, что просто человеку сначала с ним поговорить. Но естественно, что я за то, чтобы с людьми разговаривали подготовленные люди, имеющие навыки работы с другими людьми, консультирования других людей. Это могут быть как психологи, так и социальные работники, которые имеют такие навыки. В принципе, я думаю, что таких людей немного на сегодняшний день, и потребность в них велика. И если такие навыки можно обучить, это не проблема. Я думаю, каждый раз что-то новое появляется. И я думаю, что до тестового консультирования, после теста, оно немножечко такое стандартизированное, да, и его нужно периодически пересматривать, посмотреть, как это работает, в каких случаях, да, это работает, не работает. В этой сфере не проводилось, по-моему, исследование, посмотреть, насколько это эффективно на сегодняшний день. И почему это так важно? Потому что если не провести качественное дотестовое, послетестовое консультирование, то высокий риск, да, того, что человек как себя поведет в дальнейшем. То есть, что с ним будет потом. Если это до теста человек он один, он может к этому отнестись, немножко легкомысленно. Или наоборот со страхом жить, пока у него этот тест, ему объявят о результатах. Это тоже очень напрягает человека. Поэтому подготовка, я считаю, очень важный момент для того, чтобы до того, как человеку рассказать о статусе. Но если он уже идет, ему сказали, что у него партнер ВИЧ-инфицированный, и у него может быть, то же самое, он может быть инфицированным, то тогда, конечно, страшно подумать, что человек переживает в этот период. И в этот период тоже очень важно работать с этим человеком. Объяснять, да, как психолог, тоже, чтобы человек не был на эмоциях. И здесь очень важно это психологическое, психосоциальное сопровождение. Раскрытию статуса взрослых намного отличается от раскрытия статуса детям. Взрослые уже набор программ, убеждений, мифов, да, о ВИЧ. И даже на сегодня медики, которые работают непосредственно с людьми и знают, и проходили много курсов, они даже с ужасом относятся, если они даже иногда отказываются, предоставлять услугу человеку, который просто сказал, что у меня ВИЧ, предупредил. И подготовка очень важна. В каком смысле? Для взрослых это в первую очередь дотестовое, посттестовое консультирование, как я вам уже сказала. То есть это очень важный момент. Для детей есть свои особенности. Скажу так, для меня легче открывать статус детям. Почему? Дети более чистые. Из моей практики работы, да, в рамках проекта Тинерджайзер, в рамках других проектов, когда мы обучались и проводили тренинги сами по раскрытию статуса со стороны медицинских работников. Почему легче? Потому что, сколько мы работаем с детками, мы видим, что дети, они чувствуют
через родителей, что что-то плохое происходит с ними. Вот. И они больше переживают за родителей. Вот сколько мы открывали статус, они больше переживают за родителей, нежели за себя. Потому что тревожность родителей очень передается в страхе, тревоги родителей передается детям. И когда им объявляешь, у них черты лица не меняются, они не реагируют. Они говорят: я хочу, чтобы мама не плакала, я хочу, чтобы вот с моими родителями было все хорошо. Вы представляете, и вот в это время вот мурашки по коже, и ты понимаешь, что насколько дети как бы, да, чистые такие существа, и они это принимают так, как есть. И есть такие рекомендации, что есть разные рекомендации. Есть рекомендации начинать постепенно, то есть с детьми немножко другой момент, когда они начинают задаваться вопросом: а почему я пью, а почему другие не пьют и так далее, много других вопросов возникает, то здесь рекомендуется не уходить от ответа, а начинать постепенно ребенку объяснять. Начинать с иммунитета, что такое иммунитет, и постепенно переходить непосредственно от аббревиатуры. Есть различные методики через рисование, через сказки. Объясняем, показываем, рисуем ребенку, что это такое, вот, как это все происходит, почему они пьют лекарства. То есть нужно отвечать на их вопросы. Конечно, зависит от возраста. Например, 6-летнему ребенку вы ответите по-другому, 12-летнему ответите по-другому. Но здесь очень важный момент. Чем раньше мы открываем статус, чем легче ребенок это принимает и воспринимает. То есть для него это нормально. Для него это нормально, что у него в крови есть вирус. То есть он, как взрослый человек, у него нету такого шокового состояния, он ведет себя более адекватнее, чем взрослый человек. Он воспринимает так, как очередную болезнь, и когда мы говорим, у человека грипп бывает, у человека там бывают другие заболевания, сахарный диабет и так далее, а вот у тебя такое, и он воспринимает это легче. То есть чем раньше мы говорим об этом, тем легче ребенок это принимает на свой счет.